когда Берке умирает, Нагай командует достаточно большими подразделениями золотоордынских войск, и вступивший на престол Менгу-Тимур отсылает его прочь, подальше от Сарая, на самую окраину империи, за Днепр, контролировать неспокойные владения Золотой Орды, данников ее, Болгарию, Сербию, Галицийскую Русь, Литву, вот все эти земли. Разбирайся, мол, сам, что там у тебя будет. Не мешай мне здесь в сарае властвовать. Ведь денег-то не хватает, подарки еще ему дарить. Да ну его нафиг, сам возьмешь подарки, вот тебе улусная территория, иди грабь. И Нагай поехал и создал на Нижнем Дунае очень скоро практически параллельный центр власти в Золотой Орде. Ставка его была в Исакче. Это местечко такое на Дунае. Потом русские там будут переправляться во время русско-турецких войск неоднократно. Русско-турецких войн, конечно. Неоднократно будут переправляться около этого местечка. Но тогда вот это была ханская ставка. И Нагай отсюда начинает рассылать грозные приказы всем своим зависимым князьям и королям. И везде совершает набеги, посылая своих воинов. Он действует так, как действовал Чингисхан. Он собирает вокруг себя людей, не обращая внимания на их национальность и на их вероисповедание. Считается, что Нагай был мусульманином и продолжал политику Берке. Ну, я бы так не сказал, потому что, строго говоря, мы имеем два свидетельства о том, что Нагай был мусульманином. Это легенда на монете, о которой я вам уже сказал. Вот. И его послание к султанам Египта, к мамлюкам, где Нагай прямо говорил о том, что... сейчас я вам прочитаю. У меня уже здесь этого нет. Ну, короче говоря, Нагай себя объявил поклонником Аллаха, и что он правоверный мусульманин. Но у него было христианское имя. Первоначально, до того, как он стал темником окраинных владений Улуса Джучи. Его звали Иесу Нохой. Иесу – это, как вы сами понимаете, Иисус. И мало того, что у него было христианское имя, изначально христианское, а Нохой – это, вообще говоря, не имя, а... Ну, это нукер. Нохой или нукер – это... дружинник. Это, ну как сказать, Васька Стремянный. Как в поэме Алексея Константиновича Толстого. Васька Шибанов Стремянный, князя Курбского. Так и здесь. Иесу Нохой, то есть Иисус дружинник. Дружинник кого? Дружинник хана Батыя. Он ему служил, потом Берке служил. То есть это как прозвище идет. Поэтому после Нагая люди его назывались не нагайцами почему-то, а по его другому татарскому имя Ассаковы татары. Ну как назовешься нагайцами, когда нагайцы это нукеры просто. Нукеры мы и так все нукеры, что нам на этом называться? Так вот, мало того, что у него было христианское имя Иисус, так он еще и на монетах, на тех же самых, где на некоторых монетах начеканено, что вот он поклонник Аллаха и его посланника, а на других монетах выбито Иисус Христос. Вот. А третьих нейтральное Исакча, то есть название ставки. И имя, значит, Нагая и его сына Чаки. Ну и как тут... Привлекал он кого угодно к себе на службу, несмотря на то, были они мусульмане или христиане. То есть, по крайней мере, даже если он обратился в ислам, что не факт. Он просто был хитрый, опытный интриган. И когда ему было нужно, он прикидывался мусульманином. Когда нужно, вспоминал, что его крестили в детстве, что у него христианское имя есть. И женился он на дочке византийского императора Мануила VIII, Михаила VIII, палеолога, который освободил Константинополь, Ефросинье. И как раз дочку свою от этого брака, Анну, опять-таки, согласитесь, совсем не мусульманское имя, он выдал замуж за русского князя Федора Черного, то есть красного или по-другому красивого князя Ярославского, который долгое время служил в Орде, и Нагай ему потом даже подарит владение от Казани до
Самарской Луки такие вот территории выделят ему в держание, чтобы он кормился с них. Потому что Федор Черный долгое время на Русь возвратиться не мог или не хотел. Только потом он вернется вместе со своей татарской женой, кстати говоря. Вот. Ну и как вот это все совместить? У меня это совмещается только одним образом, что Нагай, как и Чингисхан, относился к религии вполне равнодушно и привлекал и христиан, и мусульман, и язычников, всех привлекал к себе на службу. Об этом писал византийский историк Георгий Пахимер, который прямо перечисляет в числе народов, объединенных Нагаем, русских, кипчаков, алан, ясов и зихов. Зихами греки традиционно называли косогов, племена северокавказские, ну, черкесов по-другому. Откуда черкесы и аланы в улусе Нагая? Вот как раз из тех его походов в Закавказье, откуда его потом Менгу-Тимур перебросит на запад. Он с собой увел 8 тысяч воинов аланских и значительное количество воинов косожских. И по имени этих алан, по-другому ясов, названа столица Молдавии, Яссы. Правда, они потом там не останутся, после смерти Нагая они убегут в Византию. И для нас тут важно то, что эти воины были христиане, потому что осетины были христианами, аланы были христианами, причем с древнейших еще времен. И когда они убежали в Византию, византийцы их приняли как своих, потому что они были православными, их в Малую Азию отправят. То есть Нагай объединял вокруг себя всех, кого только мог найти, не обращая внимания ни на расу, ни на религию, ни на этническое происхождение. И поэтому его орда в низовьях Дуная оказалась мощной и сильной. А также потому, что в отличие от Сарайской орды, которая могла нападать только на Иран и на Русь в грабительских походах, на Русь как-то, на свой собственный улус, с чего бы это нападать? Набеги были чисто такие партизанские. А в Иран не очень-то, потому что облом, извините, хулугуиды сами сильные. А здесь у Нагая было широкое поле для грабежа. Он доходил до Константинополя, он ходил на Литву, он ходил в Польшу, в Венгрию. Он подчинил себе Болгарию, где сверг династию Асеней, полуполовецкую по своему происхождению. Женился на одной из болгарских царевин, и сын его, Чака, потом короткое время будет царем Болгарии. Вся Болгария была подчинена Нагаю. Болгарские историки про это очень мало пишут, потому что у них монгольская ига, которая 70 лет над Болгарией было, полностью заслонено игом турецким. Но турецкое-то было на самом деле иго, а монгольское, ну, просто мы сами с вами говорили о том, что никакого ига не было, были совершенно другие отношения, поэтому они и не помнят о них. Но тут еще и национальный момент, что ну как так, мы еще какому-то Нагаю подчинялись. И византийский император ему в подчиненных союзниках был, потому что татары чуть было не выгнали его из Константинополя. Во время похода 1269 года войска Нагая, громя латинян, крестоносцев, дошли до самого Константинополя и собирались его взять, когда узнали, что, оказывается, император византийский в хороших отношениях с египетским султаном, союзником Нагая. Ну и тогда Нагай приказал им остановиться. Они пошли обратно к Дунаю. По пути поймали беглого сельджукского султана Кейкавуса и увели его в Крым, который тогда подчинялся Нагаю. Ну и как некоторые считают, что этого Кейкавуса по пути оставили не в Крыму, а вот в Южном Приднестровье, в территории, которая потом называлась Буджак, и, соответственно, выводят гагаузов от этого Кейкауса. Ну, Кейкаус, гагаус, примерно одно и то же. Шутки шутками, но на этом строится сельджукская версия происхождения гагаузов. Вот нормальные историки считают, что гагаузы потомки печенегов, а альтернативные историки, которые поддерживаются Анкарой и финансируются турецкими фондами, упорно доказывают, что это сельджуки. Но раз сельджуки, значит, это братья турок.